приехали уже в следующий район, после Сарапульского района. Это Киясовский район, небольшой по территории, но здесь тоже есть исчезнувшие деревни. И Киясово славится тем, что здесь у них есть святой источник, святой родник. Есть выходцы из Киясовского района, герой Советского Союза, Шамшурин Василий Григорьевич, родина. И вот это вот здесь мы стоим у доски мемориальной. Ну и в Киясово есть еще интересный музей художника, где показаны картины местных художников. Я думаю, мы посетим также. И надеюсь, что местные краеведы нам покажут исчезнувшие деревни в Киясовском районе. Здравствуйте, Тамара Егоровна. Мы приехали из Ижевска в Киясовский район по гранту Русского географического общества «Исчезнувшие деревни Удмуртии». И вот решили побывать в вашем музее, музее известного художника Кривоногова. И что об этом музее вы можете нам рассказать? Очень приятно, что вы пришли к нам в музей. Музей Петра Александровича Кривоногова, Киясовский районный музей Петра Александровича Кривоногова, это единственный музей художника, который вообще есть, да? И единственный музей, в котором 105 подлинных работ. Это самая большая коллекция работ Петра Александровича в нашем музее. Поэтому наш музей, музей нашего великого земляка, художника-батариста, это одна из самых главных достопримечательностей Киясовского района. Но я думаю, что не только района, но и Удмуртской республики. Да. Вот, значит, наш музей представляет собой, вот у нас, значит, зал большой, постоянная экспозиция здесь находится у нас, которая называется «Петр Кривоногов. Летописец Победы». Ну и мы, конечно, здесь всем посетителям рассказываем, да, и историю жизни, биографию художника, и рассказываем о тех работах, которые представлены здесь в нашем музее. Ну, самые такие знаменитые его работы, это какие? Ну, знаменитые, если сказать, работы, да, ведь, если самые знаменитые работы, то, наверное, трудно сказать так, потому что здесь у нас большинство представленных работ, а это у нас 56 живописных произведений и 49 фронтовых рисунков художника. То есть рисунков, которые непосредственно на полях сражений, на передовой, на полях боя Великой Отечественной войны созданы. Взятие Рейхстага, это его картина? Взятие Рейхстага, это его картина. Я помню, Картина «Победа». Но, к сожалению, конечно, картина «Победа» у нас она просто тут реально не разместится. Размеры этой картины, высота картины 2 метра 40 сантиметров, ширина 4 метра. Сейчас мы переходим к нашей экспозиции работы Петра Александровича. И достаточно большое место в нашей постоянной экспозиции занимают произведения его картины, эскизы, этюды, посвященные теме гражданской войны. И, конечно, среди них центральное место и по расположению, и по размерам занимает картина «Азинцы». Она по-разному называется. У нас вот она «Азинцы», именно так подписана картина, но сегодня дочь и жена художника, и дочь, они называют все-таки, в работе он назвал Камгиев «Азин». Гражданская война, эта тема действительно оставила очень глубокий след в жизни Петра Александровича, будучи еще мальчиком, на глазах у маленького Пети жестоко белогвардейцы избили здесь, вот в Киясово, недалеко от этого места, находится дом, ну, место, где стоял дом. И вот до полусмерти избили, он уже не оправился. Несмотря на это, вот романтика революции, романтика вот этой вот гражданской войны, да, на всю жизнь осталась. И он обращается снова к этой теме в последний год своей жизни, в 1967 году. И он пишет эту картину «Камгиев Азин» или «Азинцы» по-другому еще. Два варианта этой картины. Один вариант он пишет специально для земляков, для жителей села Киясово. И вот вы видите эту картину, она у нас центральное место на этой стене по теме гражданской войны занимает. Ну а Великая Отечественная война? Значит, тема Великой Отечественной войны, конечно, да, больше всего произведений на эту тему написано Петром Александровичем Кривоноговым. К сожалению, ну как к сожалению, вот мы, вот это все подлинные практически работы здесь его, за исключением, значит, естественно, это вот у нас репродукция с картины, но для нас она очень дорога, вот с той самой знаменитой великой картины «Победа».
которая является символом, и она называется художественно, не просто художественно-историческим документом. Вот такой статус присвоен этой картине официально. Я уже сказала, что в Центральном доме вооруженных сил, а вот эту репродукцию картины нам подарила жена художника. Вот Елена Андреевна. Одна из знаменитых. Елена Андреевна Кривоногова. И вот она у нас находится здесь, под прекрасным автопортретом. Очень высокую оценку этой работе, в частности, тоже дают художники, в том числе Петр Васильевич Елкин. И как-то он выразился так, что если только бы была у вас эта одна картина, вот один этот автопортрет, и считайте, что вы очень богатые люди, очень богатый район, что действительно художники, вот с художественной точки зрения, оценивая, как он пишет свой портрет. Но и, значит, в этой экспозиции представлено не все, конечно, тут у нас в нашем хранилище много работ, да? Вот если сказать даже про эскиз к картине «Поединок», картина «Поединок» не менее грандиозное полотно, чем картина «Победа», также находится, экспонируется в Центральном музее вооруженных сил СССР, а у нас имеется 4 варианта эскизов к этой картине. То есть художник работает, создает разные эскизы к этой картине. Вот и один из вариантов мы показываем здесь вот на нашей выставке. К теме Отечественной войны 1812 года. И у нас тоже его 2 подлинные работы, вот здесь вот вы можете видеть, да? И это обращение к этой теме, да, к Отечественной войне, объясняется еще и тем, что в 1967 году к 50-летию, вот 7 ноября 50-летие должно было состояться Великой Октябрьской социалистической революции, но в начале года на Бородинской панораме, все знаете, что это такое Бородинская панорама в Москве, случился пожар. И вот студии военных художников во главе с Петром Александровичем было поручено небольшой группе художников восстановить эту Бородинскую панораму. И он работает над восстановлением этой панорамы. И вот даже по воспоминаниям жены, дочери, ну жены особенно, она это помнит все, да, что очень тяжело приходилось, практически это было секретное задание, что никто не должен был знать, чтобы удивить весь мир, те делегации, которые приедут, что представляет собой Бородинская панорама. А эти работы уже варианты, скажем, победителей. Это у нас Чувашов Александр Альбертович, наверное, вы его знаете, да? Галимзянов Андрей Вячеславович и Ильин Алексей Сергеевич. Но идея там, скажем, образ там и так далее Чувашова Александра Альбертовича, но они 3А работают втроем. И вот от идей, от победы в этом конкурсе через 2 года воплощение реальное у нас произошло. И в прошлом году мы к юбилею художника открыли сквер имени Петра Кривоногова. Вот тоже в центре, за зданием администрации, вы там еще не побывали. Вот это значит, и в центре этого сквера установлен памятник Кривоногову. Тоже единственный памятник этому великому человеку на его родине. И вы нас туда поведете. И мы вас туда поведем, и практически получается через 100 лет после того, как, практически 100, после того, как он ушел пешком в Сарапул, в детдом, чтобы учиться стать художником, больше в Киясово не возвращался. И вот хоть в таком образе вот в таком каменном уже воплощении, он вернулся на родную землю. И мы, киясовцы, очень рады этому. И вот удовлетворение какое-то даже есть, что у нас это получилось. Мы продолжаем исследование исчезнувших деревень. Мы сейчас находимся в музее Кривоногова, Киясовский район. И об исчезнувших деревнях района кратко нам расскажет Вера Алексеевна, которая собрала материал интересный для нашего сайта будущего. Вера Алексеевна, расскажите коротко, как вы работали с этими исчезнувшими деревнями? Когда я работала начальником архивного отдела, я уже начала искать материал по архивам об исчезнувших деревнях и начала писать архивные справки, исторические справки по этим деревням. И когда уже не стала работать в архиве, работаю я сейчас в музее, как бы работа эта у меня продолжилась. И я написала все исторические справки всех населенных пунктов, которые исчезли. Сколько всего исчезло у вас? Исчезло более 75 населенных пунктов. Для маленького района, конечно, это много. Да, это очень много. Ну вот мы работаем, конечно, еще совместно с библиотекой. Библиотека недавно выпустили очень интересную книгу, называется «Не исчезай, моя деревня». Книга была выпущена. А кто авторы? Вы, да? Авторы, нет, здесь
работники Много. библиотеки, ну и часть, мои исторические справки, вот, которые я писала, я давала в библиотеке, они их использовали. Эту книгу они написали при финансовом участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И вот был реализован проект «Не исчезай, моя деревня». Здесь уже подробно рассказывается. Кто финансировал этот проект? Район? Фонд поддержки детей. Фонд поддержки детей. Фонд поддержки детей, да. Здесь о нескольких только деревнях рассказывается. О деревне Медвежье, выселке Красноярск. Красноярск? Да, Такая деревня была? Да, выселок Красноярск. И село Тимеево. Ну, вот что, например, хочу сказать про деревню Медвежья. Вот когда они просили материал об этой деревне, я давала историческую справку. Она у меня, значит, начинается так, что в списке населенных мест Вятской губернии, по сведениям, на 1859 год значится деревня Медвежья при речке Шахистанке. Но в процессе работы над этими историческими справками я нашла еще при помощи Елены Юрьевны Уральцевой более старые документы. Архивные. И теперь вот уже на сегодняшний день я знаю, что деревня Медвежья на 1719 год значится. Даже. Вот. Она была тогда. На зиму убирали. Вот мы подъехали к пруду, к Коробейниковскому пруду, недалеко от села Киясово, километров 5, возможно, отъехали. Ну, рядом с Подгорным. Это на месте бывшей исчезнувшей деревни Коробейники. Здесь когда-то стояла деревня. Ну, потом, поскольку близко находится село Киясово, видимо, она попала в разряд неперспективных деревень. И народ, видимо, разъехался. Хотя рядом большое село, рядом комплекс свиноводческий был когда-то под Горным. Но, тем не менее, деревня исчезла по каким-то причинам. Деревни сейчас нет. Пруд есть. Ну, видимо, пруд зарыбленный. Видно, что здесь рыбачат, и там видно и рыбаков. Место красивое, интересное. Видимо, сюда приезжают и отдыхать, купаться. Ну и противопожарный, скорее всего, пруд. Разные функции выполняет. Ну, место красивое, так называемое рекреационное место, место отдыха киясовчан. Возможно, из Подгорного сюда приезжает также. То есть, вот такое замечательное место, деревня Коробейники.